В эфире новости, с вами Василий Радченко. Смотрите в программе. 1 миллиард рублей на формирование транспортно-логистического узла. Айсен Николаев ознакомился с ходом строительства амбициозного проекта. 2 новых авиамаршрута начали работать в Якутии. Прямой рейс до Красноярска и Иркутска сократит драгоценное время ленчан. 20 лет на благо мирнинцев. Компания «Алмаз Электромонтаж» празднует свой юбилей работы в районе. Сегодня в Хангаласском районе произошел прорыв плотины из-за повышения уровня воды. Пока он продолжает подниматься, хотя по прогнозам вода должна убывать. Район готовится объявить режим ЧС в случае сохранения роста отметок. Об этом сообщили в единой диспетчерской службе района. Ситуация же с огненной стихией обстоит следующим образом. На сегодняшний день в республике действует 25 лесных пожаров, из них 4 локализированы. Лес горит в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Намском, Нюрбинском, Усть-Алданском, Усть-Майском и Хангаласском районах. Всего с начала пожароопасного сезона проведены работы по тушению 156 лесных пожаров на общей площади более 85 тысяч гектаров. Напомню, на всей территории республики действует режим ЧС регионального уровня. Нужно стремиться развивать отношения с Евросоюзом, который, несмотря на нынешние трудности, остается одним из главных торговых партнеров России. Владимир Путин принял участие в совещании послов и постоянных представителей России в международных организациях и объединениях. Президент отметил, что у нас с Евросоюзом много пересекающихся экономических интересов. Десятилетиями складывалась и наша общая транспортная и энергетическая структуры. Подчеркну, все те деловые проекты, которые мы реализуем с Европой, включая и, скажем, Северный поток-2, носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер. В них нет политической подоплеки и какого-либо двойного дна. Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развертывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО. Айсен Николаев работает в Мегино-Кангаласском районе. Осмотр объектов начался сразу с причала. Грузовой терминал акционерного общества «Лорб» в поселке Нижний Бестях строится в 2 этапа. Цена проекта – 1 миллиард рублей. Порт необходим для дальнейшего развития терминала на железнодорожной станции Нижний Бестях, который является ключевым в формировании якутского транспортно-логистического узла. Львиная доля объемов грузов, которая сегодня завозится в центральную Якутию, она будет перерабатываться через станцию Нижний Бестях. Проект достаточно амбициозный. На сегодня объем капитальных вложений в то, что уже сделано, составляет порядка 800 миллионов рублей. В целом причальные сооружения и необходимая для этого инфраструктура оценивается примерно 15 миллиардов рублей. Более 470 миллионов рублей дополнительно направят на субсидирование пассажирских авиаперевозок с Дальнего Востока в центральную часть страны и обратно. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития. Эти средства позволят перевести более 40 тысяч пассажиров льготной категории. Они могут воспользоваться билетами по 57 направлениям. Напомню, что льготные билеты могут приобрести российские граждане в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте старше 55, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающие его лицо, а также лица, сопровождающие ребенка-инвалида, и инвалиды с детства 2-й или 3-й группы. Продолжение темы авиаперевозок. С сегодняшнего дня выполняются новые рейсы в Красноярск и Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба «Аэропорты Севера». Авиакомпания «Сириус Аэро» начнет выполнять регулярные пассажирские рейсы по направлениям Ленск-Усть-Кут-Красноярск и Ленск-Усть-Кут-Иркутск. Полеты совершат самолеты Ан-24. Тарифы по этим направлениям минимальные. Билеты можно приобрести в любых авиакассах, а также на сайте Руслайн Аэро. Первый вылет состоится сегодня и 27 июля. Затем планируют выполнять регулярные рейсы 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и пятницам.
Тем временем Якутия вышла на первое место в России по противодействию коррупции. Таковы итоги работы правоохранителей региона за последние 5 месяцев. Также в республике сохраняется положительная тенденция по улучшению многих показателей. Так, по итогам первого полугодия сократилось количество умышленных убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, краж, угонов автомашин и уличных преступлений. Почти в половину стало меньше преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Однако общее количество раскрытых преступлений сократилось на 6%. И это намного ниже среднего значения по стране. В столице Южной Якутии, как и по всей России, действует программа доступной среды для инвалидов и граждан с низким уровнем мобильности. Как сегодня обстоят дела с ее реализацией в Нерюнгри, расскажет моя коллега Екатерина Павлова. При строительстве столицы Южной Якутии города Нерюнгри, которое началось в 1975 году, в ходе ударной стройки не придали особое значение доступности социальных учреждений для граждан с ограниченными физическими возможностями. Сегодня данное направление – одно из доминирующих в развитии города. Наш центр в 90-х годах, когда он открылся, в нашем городе вообще не было доступной среды. И тогда на всех площадках мы говорили о том, что для таких детей, особенно с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, слуха, должна быть доступная среда. В те годы никто и не понимал, что это такое, о чем мы говорим. А сейчас, мы считаем, есть продвижение. Конечно, у нас есть светофоры со звуковыми сигналами. Во многих учреждениях оборудованы пандусы. В Нерюнгринском районе уже четверть века работает общество инвалидов, объединившее жителей нашего района с ограниченными физическими возможностями. Занятия спортом, организация досуга, общество занимается посильной реабилитацией или финансовой помощью для оказания медицинских услуг для людей с ОВЗ. Создана комиссия по безбарьерной среде у нас в городе. Я вхожу в эту комиссию, и в этом году, насколько мне известно, планируется вот это вот пандусы, устройство, пандусов в различные места доступные, где необходимо, например, быть инвалиду, да, вот эти вот бортики, бордюры все должны убираться. В Нерюнгри почти отсутствует проблема беспрепятственного попадания в здания и организации. Благодаря удобным длинным пандусам угол подъема уменьшается, что существенно облегчает подъем. Однако в некоторых организациях эта ситуация все еще остается плачевной. К примеру, Казэнергосбыта и Почта России. Некоторые коммерческие организации пандусы для инвалидов-колясочников устанавливают для галочки, они как бы есть, но при их использовании легче получить сильнейшие травмы, чем беспрепятственно проникнуть в нужное здание. Тем не менее, город продолжает развиваться и исправлять ошибки, стараясь стать максимально удобным для всех групп населения. Строятся новые удобные скверы, на тротуарах создают спуски, в зданиях устанавливают пандусы. Екатерина Павлова, Иван Николаев, Нерюнгри. Итальянский ультрамарафонец Паоло Вентурини прилетел в Якутию. Это уже второй его визит в республику в этом году. И в этот раз марафонец посетил Аймикон, чтобы изучить район в летний период и снять кадры жаркого сезона самого холодного региона России. Напомню, Паоло собирается установить мировой рекорд в Аймиконском районе. Экстремальный забег в минус 50 градусов состоится в январе следующего года. В феврале этого года Паоло и его команда прилетали для ознакомления с местностью. Рекорд по ультрамарафону при высоких температурах уже принадлежит ему. В прошлом году марафонец пробежал 75 километров при температуре плюс 67 градусов по пустыне на востоке Ирана. Я запланировал свой забег на январь 2019 года. Сколько километров мне удастся пробежать, так скажем, одним махом, мне сложно сейчас сказать. Это будет отрезок от Тамтора до Аймикона, поскольку за ними закреплена слава полюса холода. Поездка в Аймикон в этот раз была не из легких, потому что дороги не самые лучшие. Но сама поездка нам очень понравилась, потому что приблизились и поняли жизнь якутского народа именно в сельской местности. Нам объяснили, что касается зимы и лета. В этом году специализированное управление «Алмаз Электромонтаж» отпразднует 20-летний юбилей. На счету предприятия монтаж электрооборудования, начиная от центральной больницы и храма и заканчивая фабриками и рудниками. Подробности в сюжете моей коллеги Марии Урцевой. Андрей Горшунов – электроналадчик 7-го разряда и один из старейших работников в управлении «Алмаз Электромонтаж». Его задача – следить за исправностью энергосистем рудника «Интернациональный». За 19 лет работы на предприятии трудился на десятках крупных объектах «Алроса».
Например, в 2001 году, когда было наводнение в Ленске, мы полностью восстанавливали работоспособность энергосистемы Ленска. Также работали на строительстве и пуске эксплуатацию на Кынской фабрике 16-й. Вот. Ну и на всех рудниках Мирнинского района, значит, занимались пусконаладочными работами, в том числе и северная площадка, и Хал, Удачный, и здесь, на Интере. В конце 90-х годов компания «Алрос» активными темпами строит промышленные и социальные объекты в Мирном. Тогда и возникла необходимость создания структуры, которая бы обеспечивала монтаж и обслуживание электросетей. Наше предприятие было создано в 1998 году в июле месяце в составе управления капитального строительства. За эти 20 лет, которые минулись с тех пор, как создано наше предприятие, мы участвовали во всех значимых стройках, которые велись на территории Западной Якутии силами акционерной компании «Алроса». Коллектив специализированного управления небольшой – 285 человек. Почти половина – это опытные работники с многолетним стажем. В районе 40-42% наш персонал имеет высшее образование. Это связано с тем, что в нашей специфике электромонтажа и наладки необходимо иметь определенную квалификацию. Сегодня ни одна стройка «Алроса» не обходится без участия работников специализированного управления «Алмаз-Электромонтаж». Топливно-заправочные и газовые станции, объекты Верхнемунского месторождения. Обслуживают сети и электрооборудование рудников, фабрик и других промышленных объектов. Сами электромонтажники скромно говорят: пока будет развиваться алмазодобывающий регион, у нас всегда будет работа. Мария Урцева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Тем временем в Алданском театре юного зрителя ведут масштабное переоснащение сцены. Кроме нового света, смонтировали специальную систему, которая быстро позволяет, а главное безопасно, менять кулисы и занавесы. Руслан Павлов с подробностями. В 40-й сезон Алданский театр юного зрителя удивит алданцев. Сюрприз заключается в том, что изменится святая святых – сцена. Сейчас завершаются работы по ее переоснащению. Раньше для того, чтобы поменять одежду сцены, нам приходилось залазить наверх и там, нарушая, будем говорить, технику безопасности, мы все это вешали на гвоздики. Теперь у нас появилась штанкетная система. Друзья, прямо сейчас вы можете видеть вот эти вот штанкеты, это 3 вот этих трубы, которые прикреплены к потолку. Теперь благодаря вот этой лебедке их можно опускать, надевать на них и привязывать любую сценическую одежду, кулисы, падуги, супер занавесы и все прочее. И вот, собственно говоря, научно-технический прогресс. Кроме того, идет монтаж новой световой системы, которая позволит высветить и без того яркие актерские образы. В театре появился свет, его монтаж тоже будет произведен вот-вот, буквально на днях. То есть 24 фонаря будут освещать теперь артистов сверху, и несколько фонарей будут вот здесь вот на выносе, так называемом. То есть на сцене будет светло, артистов будет хорошо видно. Алданский ТЮЗ – первый детский театр в республике, поэтому в 40-й юбилейный сезон на правах пионера здесь запланировали театральный фестиваль. Любые изменения в жизни лично человека, общества, тем более такого жизнедействующего органа, как Алданский театр юного зрителя, всегда со знаком плюс. Тем более, что мы открываем свой 40-й сезон, и думаю, что в этом сезоне зрители ожидают много интересного. Во всяком случае, новый занавес вы увидите. Каким спектаклем откроют 40-й сезон, алданские театралы скрывают. Но то, что это будет яркое и необычное шоу, сомнений не возникает. Руслан Павлов, Алдан. А к этому часу у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих эфирах новостей.